Расскажите, в чем позитив и в чем негатив такого феномена электорального, как победа Владимира Зеленского на президентских выборах и его партии на парламентских? Как вот вы думаете? Ну, я тогда сразу это сформулировал. То есть, что касается негатива, то он был сразу очевиден. Это неопытность абсолютная, это неопределенность идеологическая, это фактически неопределенность без всякого, так сказать, политического опыта. То есть там очень много. Это фактически социальный эксперимент. А социальные эксперименты, они всегда опасны и чреваты. Но на это пошли избиратели. Так что для меня было абсолютно понятно все возможные риски. Но это удивительно, что люди сознательно пошли на этот риск. А позитивно это то, и, собственно, почему они пошли на этот риск, это то, что они не были связаны со старыми схемами. То есть идея была такая, что придут люди, которые не вовлечены, ну, по крайней мере, вот сам Зеленский, не вовлечены в те политические механизмы, которые как бы уже настолько отвергались большинством, причем вы видите практически во всех регионах, что удивительно. Это не был региональным идеологическим феноменом, вот почему я говорю, это практически во всех регионах. Отвергалось именно старый политический истеблишмент. Его заподозрили в том, что он ничего не хочет делать, кроме как повышать уровень своего благополучия. Вот так вышло. Хотя, может, это не совсем справедливо, но таков был вердикт массового сознания. И поэтому, значит, надежда была на то, что придут люди, которые не будут действовать по старым схемам. А таким образом они попробуют изменить страну. Ну вот, как бы, и эта надежда была очень сильная. Так она и остается достаточно. И она сильной. остается, несмотря на многие ошибки, допущенные вот этой уже новой власти. У нее кредит доверия оказался такой мощный, что теряя свой рейтинг, они значительно медленнее, чем все предшествующие. Знаете, люди будут до конца надеяться на то, что люди новые. Я бы так, не до конца, но до последней возможности. Вот, но хотя это никто не говорит. Я думаю, я бы так, честно говоря, я сказал так, что у тех был лимит всегда доверия максимум год, у этих 1,5. Так что, в общем-то, это только продлевает на несколько месяцев реально кредит доверия. И если ничего не произойдет прорывного, если эксперимент с точки зрения большинства тех, кто проголосовал, окажется неудачным, они отвернутся.